Ребята, всем привет! Вы на канале Рыбалка на реке Мокша. И мы с вами где? На реке Мокша. Значит, дело такое. Я сегодня с Романом. Мы, так скажем, на ближайшей Мокше от нас, да, это где-то там километров 40. В Мордовии. Договорились вчера, что будем рыбачить на джиг. Но Роман чего-то не понял. Или что-то с ним произошло, не знаю. Он взял снасти на головля. И поэтому мы с ним немного разошлись. Вот, он поехал на перекат. Не знаю, сейчас позвоню, клюет у него или не клюет. А я потихонечку, не доставая камеры, пытаюсь ловить на джиг. И что вам хочу сказать. Мне удалось поймать неплохого судака, ребята. Как вам вот такая вот рыбка, недалеко, так скажем, от дома, я ввалил вот такого судачка. Точка знакомая, даже не пользовался эхолотом, но прошел. Видно вам рыбку-то, да? Вот такой вот судак, я думаю, где-нибудь в районе 2,5 килограммов. Но мы сейчас взвесим, 2-то, наверное, точно есть. Значит, прошел по этому месту с эхолотом и показала скопление белой рыбы. Сейчас июль месяц, а рыба обычно в стае собирается осенью, как бы. И вот прям такая осенняя картинка, большая стая бели. И решил побросать, и на третьем забросе ввалился вот такой судак. Вот. И дальше еще есть одна хорошая яма, на ней мы тоже обязательно встанем. Вот. Ну что ж, придется сейчас тогда начать снимать видосик. Давайте попробуем с вами его взвесить как-то. Да, очень хороший судак для этих мест. Я бы сказал, очень даже неплохой. Ну да, около 2 килограмм. Я-то уж прям тут размечтался, да? 800 кило, ребята. 800 кило. Видно вам? Отличная рыба. Рыбалочка только началась, грубо говоря. На воде я 1,5 часа. Первая поклевочка и отличная рыба. Вот такое вот место. Глубина 3-3,5 метра. Здесь вот небольшой подъемчик. Я, наверное, на 2 стою. И судачок вот клюнул-то как раз ближе к лодке. Хотя бель находится там. Расчет был на бель. Навряд ли, конечно, с этого места клюнет еще одна такая хорошая рыба. Ну, покидаю. Сейчас еще сменю приманки. Как бы попробую, может быть, цвет другой поставить. Иду с плавом. Покидал 130-й воблер. Рыба не отзывается. Поставил Эльмину 66-й. Подвисла сейчас какая-то рыбка, вроде даже неплохая, как бы, но пока камеру включал, отвалилась без удара. То бишь это не жерех, не галауль. Непонятно, короче, что это было. Возможно, окунь это был. Но сейчас мы с вами об этом не узнаем. Погода хрен его знает. Хорошая, нехорошая. Марит. Завтра будет дождь. Вчера был дождь. Вот сегодня дождя нет. И мы стартанули на рыбалочку. Всю неделю эту было прохладно. Шли дожди. На рыбу это тоже, естественно, как-то влияет. Но, тем не менее, удалось поймать хорошего судачка. Вот за этим поворотом сейчас встану на якорь. Там хорошая яма. Попробуем там поджиговать. А пока с плавом вдоль берега вот пытаюсь
что-нибудь поймать. Ну, мертвая вода. Рыба не бухает, не плюхает. Уровень воды большой. Видимо, из-за дождей. Вот. Вода, ну, мутноватая, да. Вот, в принципе, вот щучьи места, кувшинки, да, казалось бы. Осенью тут поклевывает, конечно. А сейчас пока тишина. Щука на воблеры не отзывается. Ловись, рыбка, малая и велика. Ловись, рыбка, малая и велика. Глубина 5 метров с небольшим. Пробуем. Ага, была поклевка, ребят. Подтяжечка была. Так, а это уже зацеп. И это печалька. Так, иду с плавом, ребята, хмурится. Решил вот покидать приманочки на голавлика. И поймал голавлика. А в Сарове идет дождь. Сейчас супруга позвонила. И у нас тоже накапывает. Сейчас я что-то не был готов к тому, что будет дождь. Поэтому сейчас нужно прятать какие-то вещи. Голавлика отпускаем. Ну-ка, вон туда он. Опа. Не здравущим ловлят. Да, начинается дождь, короче, ребята. Опять чукчи синоптиков обманули, короче. Ну, и было написано, что нету никакого дождя. Завтра дождь, а сегодня нет. Давай, ловись, рыбка. Так, дождик немного покапал и прошел. Как бы прям немного-немного покапал. Наверное, прошел стороной. Но в Сарове дождь. Да. Рыбе тоже непросто, наверное, с такими перепадами давления. Что-то не хочет, слушай. Не прошло и полгода, как говорится, ребята.
Что это? Щучка. Все же кидаю уже назад. Иду. Не клюет. И вот такой вот щурочек клюнул. Давайте ее тоже заподсачим. Небольшой. Так, давайте его сфоткаем. Ребятам отправим. И отпустим. Так. Что такое? Ах ты, хорошо дужку на катушке расстегнул. Так, давайте отпустим его скорее. Щучку отпускаем до дома. Щучка нам не нужна. Давай, клюй, щучка, судачок, окушок. Да как же я проспал поклевку-то? Как же я проспал поклевку-то? Иди сюда, мой хороший. Иди сюда. Да, что-то замечтался тут. Так, это та же точка, где с утра я поймал судака. И сейчас рыба тоже очень хорошая. Надеюсь, не сойдет, и мы с вами на нее посмотрим. А, это щука, ребята. Хорошая щука. Сейчас дам маленький фрикциончик ей. Хорошая рабочая точка. Хорошая щучка. Что-то около двушки, наверное. Я думаю, в подсачник в этот не войдет, наверное. Ее бы в гриппом взять, конечно.
он там щеки раздувает. Но мы ее с вами обязательно отпустим. Нам она не нужна. Да, вот она, щучка. Удастся липгриппом взять или нет? Просек, не пойму. Ну, в подсак точно не войдет. Судачок-то не знаю, как влез. Так, а ну-ка мы на телефон заснимем. Мальчишка, отправим. Вот такая клюнула красавица. Что-то, наверное, там около 2 килограмм. Да? Есть же? Вот такая вот. Ну, а попробуем сейчас принять ее. Так, ой-ой-ой. Вот такая клюнул. Пускай пока подустанет, может. Сейчас отправлю ребятишкам. Не вижу, просек, не просек я ее. Еще фрикциончик ослаблю. Что-то слабо зацепилось, конечно. Блин, хотелось бы взвесить, конечно. Ох, свечку хотел дать. Так, как мне тебя поймать? Так, а липгрипп-то я теперь куда дел? А, вот же. Так. Блин, обалденно, короче. Фух, ребятки. Тут руки только мои были, да? Уже возвращаюсь, время 4 часа вечера, не клевало особо-то, да, как бы спустился вниз, там на перекате покидал, поклевок не было, уже вот возвращаюсь, проверяю постановки, которые с утра были, и вот точка, где склюнул судак, не мог не остановиться, попробовал здесь покидать, и вот такая вот щука клюнула, я проспал поклевку, ребята, ну, потому что уже просто думал о чем-то, видимо, другом. Вот. И вот такая вот щука клюнула. Вообще офигенно, как бы на маленькую вот такую вот силиконочку. Груз 12 граммов. Вот. Щуку отпустил, ребята. Я очень верю в то, что она у кого-то из вас клюнет. Вот. Ну, что, сейчас уже буду возвращаться к машине. Может быть, еще где-то побросаю, если что-то клюнет, я вам обязательно покажу. Бам-бам-бам. Эх, ничего себе, была поклевка. Вот те раз.
Да, вон в поводок ударила она. И, ну, щучка была, наверное, следы на грузике. В поводок ударила собака. Наверное, нужно сказать о снастях. Спиннинг у меня графит лидер Viva с верхним тестом до 32 граммов. Катушка Daiwa. Фримс 2500. Шнур единичка. Возможно, вот за этой корягой, за которой я сейчас зацепился, и стояла эта щучка. Да, шнур единичка по японской классификации, какой-то фиг его знает там какой, да, не помню. Значит, лодка Ботмастер, Эгоист Люкс. Сегодня под мотором Yamaha трехсильная. Вот, что еще? Здорово помогал мне маленький мой эхолотик Lowrance Hook 4 Чирп. Да, ну вот такие вот снасти. Здрасте, как бы. Вот. Ну что, зацепилась, блин. За коряшку надо бы отцепить и идти к машине. Ну, как говорится, тут и сказки конец. Кто смотрел, тот молодец. Мы, походу, сейчас попадем под дождик. Поэтому нужно срочно сматывать удочки. Отключаем эхолот. Как это делается? Выключить питание. Так. Да, не успеем, наверное, собраться. Накроет нас сейчас. Опа. Да, Роман. Так, все, не успели, как говорится, да? Начался ливень. Начался ливень. Все, вот прям с грозой и громом и со всеми этими. Началось, как говорится. Началось. Может, сумки-то вот в машину брать, чтобы не промокли пока хотя бы, ну. А? Я жду, пока это. Че не будет? Как не будет-то? Если уже цунам. Опа! Оп. Будет что вспомнить, Роман. Давай, сматывай. Будет что вспомнить, Роман. Сматывай. Тебе говорили, поехали в 3 часа. 3,5,7 был вариант. Ну, Жесть, ребята, опять, короче, попали. Че клевал-то, Роман? ясь. Окунясь. Ну, поскромнее. Ну, Ясь, окунясь. 400. Самый большой окунь грамм на 400, короче. Ясь грамм на 500 где-то. Голавлики парочку. И очень много окуня. Роман наловил. Больше 20 на перекате. Ну да, как бы там, я не знаю. Ну, замешковал Роман, тоже, говорит, буду коптить окуней. Там пакетик. Нормально наловил на перекате. Голавль не клюет, но клюет окунь. Все, собираемся и шуруем домой. Пока-пока.
Опа. Опа. Там, кстати, чуть подальше есть нормальный подход к воде. Замечательно. Хорошо. Воспользуемся в следующий раз.